Как воспитывать ребенка обсуждали в дискуссионном клубе в Уфе. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Рустам Максумов, заслуженный тренер России по карате, организатор, инициатор проведения этого мероприятия, дискуссионный клуб «Код развития». Как на воспитание влияет архитектура, искусство, спорт. Рустам Шархевич, здравствуйте. Добрый день. Вот такое вот у вас непростое название, дискуссионный клуб, но именно это не лекция, это не мастер-класс, а это именно дискуссионный клуб. Откуда возникла мысль, почему провести это мероприятие? Ну, прежде всего, я хотел сказать, это сложно мне сказать, почему он у меня возник, потому что я всю свою жизнь занимаюсь, имею, точнее, отношения почти 40 лет с детьми, ну и взрослыми в том числе, потому что тренируются взрослые, дети, потому что в жизни приходилось преподавать, ну, много. Поэтому эта идея возникла, не знаю откуда, потому что очень часто начали говорить, что-то наши дети, что-то не так, что-то не то. И поэтому, когда работают целые институты или там целая структура по воспитанию детей, и интересно мне было, как родители сами думают об этом, как они представляют свое чадо в перспективе. И когда вот это я все это организовал, и 4 дня это, и я с удовольствием поговорил с людьми, но что выясняется иногда очень часто, потому что те люди, которые немножко сегодня более схватают образование, или продвинутые, или более любопытные, они интересуются. В основном люди сегодня, мне кажется, заняты, слишком перегруженные не только дети, а родители. Потому что культ вещей или культ материализма преобладает даже перед детьми. И поэтому вот в этих беседах мы обсуждали разные темы. Поэтому они, когда работая, пытаются как бы и заработать, отдать ребенку, но хорошо ли это ребенку? И вот оттуда вытекает. Некоторые дал телефон и отвлекся, или дал все. То есть хорошую игрушку, хорошие, и, как бы скажем, хорошие телефоны, скажем, образно говоря, да, или хороший рюкзачок. Но они не любят, мне кажется, не выделяют внимания любви к этому ребенку. Немножко в маленьком возрасте гладить надо. А чуть вырос, наверное, надо и хлопать, шлепать его, точнее, за какие-то его действия. Вот я смотрю на них, они, например, задают вопрос, как делать ребенка лучше, говорит, чем я, что он лучше жил. Я им просто иногда дискутируем, я им говорю, просто ты хочешь ему дать кисточку и стать, он что был Пикассо? Или ты хочешь сказать, ты стань отличником, ты должен все делать, ты его запрещаешь какие-то выйти на улицу, еще что-то делать. Но в моем понимании это очень ограничено должно быть. Ну, он ребенок, он растет, и в этом обратного нет пути. И поэтому здесь очень надо балансированно подойти. И когда мы начинаем разговаривать вот на эти темы или, наоборот, развлечения, для меня, например, они говорят, вы развлекаете, очень часто хотите развлекать. Ну, потому что они очень много работают, мне кажется, и отрывочно начинают развлекать. Или говорят, что тебе надо, что ты хочешь, возьми, что тебе нравится. Но не всегда это работает, это мое мнение. Поэтому я, когда слушал их, вот это было интересно мне. А что делать? Вот какое у вас видение? Вот вы нам только что сказали, в один момент нужно погладить, а иногда можно и шлепнуть. Но вот этот момент, родители должны, это мое просто видение, они должны больше знать о ребенке. Вот больше знать, понимать, больше слушать его. С чем он занимается, кто у него друзья, где он бывает, какие у него интересы. Но когда опять смотрю на это, торговый центр, много народ ходит, вечер, я еще раз говорю, не все, какой-то комплекс у людей есть. Какой-то комплекс. Да? Да, какое-то ограничение у него есть. Он не может видеть просто мир таким, как и есть. А ребенок это родителям практически не принадлежит. Его Бог дал, и он развивается сам. Но родитель-проводник, он же должен не более дать того, фундамент. Совершенно верно. Поэтому, когда надо его услышать надо, слышать надо. Какие у него интересы есть, зависимо от того, как возрастом он меняется. То есть современный подход о том, что с ребенком нужно разговаривать и выстраивать конструктивный диалог, вы с этим согласны? Ну, конечно. А почему тогда нужно шлепать иногда? Нет, потому что есть маленький возраст, мы все понимаем, иногда пытаемся, наше любопытство ведет слишком много на такие вещи и на какие-то действия, любопытство. Поэтому, когда перебор, надо понимать, что это не совсем хорошо. Потому что папа, например, может быть где угодно папа, и долго может быть где-то находиться, но тем не менее ребенок должен знать, что важен папа. Папа важен, потому что мама и так любит, у мамы всегда рядом. Особенно у мальчика все время женщина рядом. Но папа очень важен.
Поэтому, А вот как папа, который не часто дома, он, понятно, зарабатывает, как ему авторитет? Ну, вот я всегда иногда некоторым говорю, родителям, они сидят, общаемся, они говорят, я говорю, нельзя говорить, вот где-то великий какой-то ученый, так скобками говорим, он лучше, чем мой папа, твой папа. Или, говорит, сосед, который, ну, может быть, зарабатывает утрированно, говорили, еще что-то делает, он лучше. Ни в коем случае для меня это. Вот я свое мнение высказываю, я им не навязываю. И я не говорю, они плохо думают или хорошо. Но для меня, чтобы мама хвалила папу, блин. А папа занимался с детьми. Так нельзя, ты мало зарабатываешь, и оттуда и проблемы начались какие-то, да? А вот он хорошо ездит. Ну вот это ценности немножко для меня поменялись. Когда люди начинают говорить, что у него автомобиле диск такой крутой, ну для меня это как-то скучно. Для меня это очень неинтересно. Поэтому вот этот тандем, который независимо ребенок должен чувствовать, папа независимо где находится, долго, и командировка, еще что-то, но он знает, папа рядом, папа может заглянуть, папа может спросить, что я натворил, или какие мои успехи, и может посоветоваться где-то. Вот самые элементарные вещи. Мы поэтому теряем немножко, в моем понимании, это ценности, какие-то маленькие-маленькие ценности. Вот это развлечение, культ развлечения, когда люди начинают покупать там 33 сумку или 10 сумок, и, ну, важно что. И говорят, вот это круто, ну, теряем вот эту взаимосвязь. Это мое мнение. Рустам Шархеевич, вот вы говорите, в начале нашего разговора вы сказали о том, что мы слишком много работаем. В то же время вы сейчас говорите о том, что папы много работают, но если папа много работает, это ничего страшного. А мама, извините, сейчас наравне с папами работают. И давайте вспомним ваше детство. Как часто вы видели свою маму? Напомню, что вы же в деревне выросли, мама у вас работала в колхозе. Да. Часто вы ее видели? Редко. Но мы сейчас переходим в другую форму. Вот когда опять мы говорим, есть понятие социум, есть понятие идеология, есть понятие общества. У нас не хватит ни одной передачи, если мы будем обсуждать. Просто мы можем так сверху, так подумали, обсуждали, да? Поэтому, когда вы правильно говорите, что было тогда? Тогда была мотивация. Я ходил в школу, я не буду говорить, система хорошая, да, или плохое, да? Но, тем не менее, мне обещали светлый социализм, светлый, но мне его не дали, к сожалению, да, вот, или к несчастью, я не знаю. Поэтому я хочу сказать, была система, была мотивация. Если мотивация ребенка есть, когда я собирал макулатуру, просто с маленькой макулатурой я прошел к дедам, взял книжку, почитать книжку, да, сегодня практически не читают и думать не хотят. Ну, думать просто не хотят, потому что для этого есть телефон, и если так дело пойдет, ну, мозг должен творить у ребенка. А если все время дать пищу ему халву, ну, мозг, мне кажется, не думает. Это мое мнение, поэтому. А мотивация где? Был социум, где за мной интересовались. Был пионер-вожатый, грубо говоря, был комсомол, ну, это ПТД. Структура. То есть родители заменяли учителя, пионер-вожатые? Совершенно верно. А это правильно, как думаете? Ну, не мне судить, я не могу дать оценку. Ну, на вашем примере, вот как вы думаете, правильно? Не могу дать оценку. Ну, я другое могу сказать. Вот анализирую. Если он хочет быть успешным, грубо говоря, да, ну, у ребенка не должно быть все. Сытый никогда вряд ли поймет, что есть вещи, которые вот, ну, стоят дороже. И стремление куда-то, это от того, что у тебя не хватает что-то. То есть, ну, не важно что-то. И ты все время борешься с чем-то. Или стараешься, или ты получаешь образование хорошее, потому что ты видишь, как можно жить чуть по-другому. Поэтому вот я и говорю, что вот обсуждая 4 дня, вот это развлечение, я думаю, дает детям не развитие, в моем понимании, да, не сильным развивается. И мы упрощаем, мне кажется, все вокруг. Было легче доступно. Можно сделать очень быстренько. Когда образование, мы говорим об ОБЖ, когда НВП есть. Я вот 15 лет назад говорил практически, давайте возьмем урок МВП. Ну, кто меня слышит, да? Но не от того, что там хорошо или плохо, а от того, что МЖ, ОБЖ, ребенок будет заходить на НВП, разрешите, вытянулся, он чувствует себя мужчиной. Рустам Шархеевич, перебью вас. Времени не так много, но тем не менее. У вас 3 детей. Уже внуки есть. Да. Как вы воспитываете? На своем примере. Сразу могу сказать. Я вот вчера практически освоил с сыном, что такое ложить брусчатку. Я сыну показываю, как варить. Я стараюсь, сынок, пока я живой, я максимум покажу, что я умею. И потом спрашиваю, вдруг меня не будет, если у тебя друг, а что ты умеешь руками делать? Что ты можешь представлять для общества? Что от тебя полезного? Какой-то результат от твоих действий должно быть для меня. Когда Сиди играет, результат очень маленький. Но должен быть действие и результат.
Вот это я стараюсь ему проявлять, чтобы он научился, что я максимально, что умею, научить его в этой жизни. Потому что в любое время может случиться, мы взрослые люди, поэтому надо уметь это для меня. И что я оставил его какими-то знаниями, которых можешь применять в жизни, которые ему пригодятся. А дочери? Дочь, это уже как бы... это другой мир. Да, женщины говорят, думаю, двумя полушариями, поэтому мне очень сложно это сказать. Поэтому вот сегодняшний день опять мы возвращаемся к тому, вот смотрите, есть фитнесы, есть спорт. Спорт, есть воспитатель, есть тренер. Потому что воспитатель просто воспитывает. Тренер воспитывает, и нужен результат. Вот чем хорош спорт, что ставить цели, это труд. Но сегодня, к сожалению, это тоже так немножко искажается, потому что мы заменили спорт, например, фитнесом. Нет, ничего тебе не надо. Вот женщины пришли, покачались, пожалуйста, тебе половинчик дали, все хорошо. Ну, зачем результат? Результат чисто так. А спорт все-таки дисциплина. Поэтому вот этому я бы осторожно подходил бы. Вот это развлечение, надо знать, я думаю, мне кажется, знать, что необходимо сегодня. Вот, то есть для личности, для ребенка, потому что мы оставляем после себя, каким багажом знаний, каким здоровьем, какой идеологией это ребенка мы можем оставить. Вот мне не надо, чтобы государство подсказывало этим людям постоянно, кто-то ему помогал постоянно. Даже вот вы спросили, да, хорошо или плохо при коммунистах было, грубо говоря. Но самостоятельности учить надо. Вот, определенной. Так, просто так неинтересно, чтобы кто-то за тебя постоянно решал. Нет. Да, будет решать. Но, тем не менее, он должен понимать, что я должен это сделать после себя, что это было. История какая-то. Твои предки были, там, они были такими. Потому что нам оставили же вот великую страну, дедушки. Много было в истории моментов. И войны, и такие, и такие, и такие. Но есть что вспоминать. А последние 30 лет она чуть-чуть угас. Кстати, вы говорите, я только что в деревне был. Племянник приехал с СВО. Он даже в армии, честно скажу, не служил. Но он стал мужчиной, он взрослый, и мы с ним с удовольствием пообщались. Вот это действительно стал глыба. И дети смотрят на него, это так, действительно. Уже с уважением. Конечно, это совершенно другой подход, поверьте мне. Рустам Шархевич, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я понимаю, что мы с вами и 10-й части не охватили того, что обсуждали все эти дни в дискуссионном клубе, но самый главный вывод, который я делаю из нашего интервью, о том, что поменьше материального, поменьше развлечений для детей, и нужно обратить внимание на своего ребенка. Ну и мы, родители, самый главный пример для наших детей. Все верно? 100%. Спасибо огромное. Еще увидимся. Пожалуйста. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.